Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования нашей республики и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Достойный труд, достойная зарплата. Завершилась вторая республиканская конференция работников, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений образования Чеченской Республики. В актовом зале Дома профсоюзов прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Что ты знаешь о профсоюзе? Завершился республиканский интеллектуальный турнир среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений на Кубок профсоюза образования. Достойный труд, достойная зарплата. На этот раз девиз звучал на второй республиканской конференции работников обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений образования. Конечно, зарплата у технических работников школы ниже некуда. Как должен профсоюз их поддержать, обсудили на встрече руководство профсоюза и представители техперсонала. На конференции на повестку дня был вынесен вопрос о состоянии и мерах улучшения работы Координационного совета и профгрупп первичных профсоюзных организаций по представительству и защите трудовых прав обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений образования. В своем докладе председатель Координационного совета Саид Хусейн Эльдиев говорил о наиболее актуальных вопросах, касающихся улучшения условий труда работников, техперсонала, повышения их заработной платы и активизации работы профгрупп. Не могу утверждать, что проблема полностью снята. К сожалению, есть еще учебные заведения, их руководители, которые не обеспечивают должным образом технический персонал расходным материалом. Не выделяются рабочие халаты, гигиенические перчатки, мыло, моющие, порошок и прочий инвентарь. Десятки руководителей так и не обеспечили осенне-зимний период технически горячей водой. Причем не решаются эти вопросы даже там, где при минимальных затратах имеются условия решать данные вопросы. Все знают, что зарплаты у технических работников школы одни из самых низких. Директора всегда стараются как-то облегчить их жизнь. И должности совмещают, и премии изобретают. Естественно, это сказывается и на отношениях работника и работодателя. Нам менталитет не позволяет выражать свои какие-то жалобы, что мы директора не боимся. Вот с этой позиции я кардинально не согласен. Мы директора боимся и очень сильно. Объясню почему. Ни для кого не секрет, что редкие случаи, когда техничка работает на одну ставку. Таких случаев практически нет. Есть 2-3 ставки, потому что опять мы возвращаемся к нашей заработной плате на 4000 с лишним рублей, которую искусственно, пускай и доводят до МРОТ, прожить невозможно. Физически невозможно этого сделать. Поэтому техничка вынуждена брать 2, а то и 3 ставки. Соответственно, техничка остается в большом-большом долгу у своего руководителя. Это она заложник этой ситуации. Соответственно, никогда, ни при каких обстоятельствах, как бы ее права не ущемлялись, она ни слова не скажет против того руководителя, который сделал ей такое великое одолжение. С информационными сообщениями также выступили сотрудники профсоюза, которые говорили о наиболее эффективных путях по улучшению условий труда и повышению заработной платы работников. Работодатель имеет право премировать, поощрять, оказывать материальную помощь своим работникам. Сотни людей получают материальную помощь, нуждающиеся, от Республиканского совета профсоюза. А назовите мне от школы, кто получил из технического обслуживающего персонала материальную помощь. Ханильда. Вот 1-2 руку поднимут и все. Почему? Потому что к ним и не обращаются. Штатер, учительный ждалаться, то роли войдут. Поэтому я хочу сказать, нам нужно всем через первичные профсоюзные организации активизировать работу профгрупп. По итогам собрания была принята резолюция с учетом прозвучавших предложений в докладах и замечаний присутствующих. Прошу проголосовать. Принято в целом. Спасибо. Резолюцию приняли, и участники конференции перешли к самой приятной части собрания – к церемонии награждения. За добросовестный труд и активное участие в профсоюзной жизни почетными грамотами и денежными поощрениями профсоюза и Координационного совета была награждена группа из 35 работников обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений образования республики.
Меня сегодня наградили грамотой от Координационного совета. Я благодарна профсоюзу за награждение. Мне, во-первых, понравился момент тот, что зарплату обслуживающего технического персонала довести до прожиточного минимума. Очень бы хотелось, чтобы добились этих результатов и обслуживающий технический персонал получал достойную зарплату по труду, который они делают. В ряде образовательных учреждений плохо обстоят дела с обеспечением работников, обслуживающего и вспомогательного персонала специальной одеждой, инвентарем и моющими средствами. А в некоторых они и вовсе отсутствуют. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости повышения минимального должностного оклада этой категории работников до уровня действующего минимального размера оплаты труда. В общем, у техперсонала проблем хватает, и у Совета еще много работы впереди. Ни для кого не секрет, что большинство членов профсоюза образования – это представительницы прекрасной половины общества, учителя, воспитатели и другие. В актовом зале Дома профсоюзов прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. В торжестве принимали участие председатель Совета профсоюзов Республики Хусайн Салтагиреев, помощник министра образования и науки Абдурахман Каимов и другие. На праздничное мероприятие было приглашено 250 педагогов образовательных учреждений республики. Хусайн Салтагиреев поздравил женщин с праздником и отметил, что чеченские женщины во все времена, особенно в годы военного лихолетия, проявляли мужество, отвагу и самоотверженность. Наши женщины – это особые женщины. Это же те женщины, которые идут в лихолетие, спасли в буквальном смысле нашу жизнь, спасли наш народ, порой от голодной смерти, рискуя своей жизнью, прикрывая нас от пуль, снарядов, осколков. Можно говорить много, целый день о вас, и все равно ничего не сказать по сравнению с тем, что можно было о вас говорить. Хотел бы по поручению и от имени Президиума Совета профсоюзов поздравить вас с праздником весны, поздравить вас и пожелать вам здоровья, благополучия, удачи, счастья, чтобы вы часто лили слезы, но слезы от большой радости, чтобы вы не знали горя, чтобы вы радовались нашим успехам, чтобы мы не ставили вас в неудобное положение, и чтобы вы всегда были в состоянии в нужный момент и плечо вам подставить, и спрятать вас за своей спиной, и обеспечить вам достойную жизнь. Хотел бы еще раз пожелать вам здоровья, а в связи с тем, что вы все-таки педагоги, терпения огромного, послушных и талантливых учеников и, безусловно, высокой заработной платы. С докладом «Меняющаяся женщина в меняющемся мире» выступила перед собравшимися доктор социологических наук, профессор ЧГУ Лидия Курбанова. Она отметила, что сегодня многим женщинам не хватает внутреннего пространства, которое позволяло бы им быть самодостаточными, сильными и саморазвивающимися. Пожелала всем женщинам быть успешными, любимыми, сильными, мужественными, и чтобы все эти качества достойно оценивались мужчинами. А сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о своем, о девичьем, и в то же время наметить какие-то ориентиры на завтрашний день, потому что завтра заканчивается праздник, увядают наши цветы, и мы возвращаемся к тому быту, к той повседневной нашей жизни, которая в бытийном пространстве женщины называется повседневная жизнь женщины. Наши женщины, подчеркнула в своем выступлении Медина Дасиева, заместитель председателя профсоюза образования. Это заведующие районными отделами образования, директора школ, заведующие садами. Это выдающиеся ученые, блистающие на профессиональном поприще республиканского и российского масштаба. Мы, женщины, практически взяли в руки все образование. И в то же время нет женщины, нет детского смеха, нет любви в глазах мужчин, возвеличивающих нас, заставляющих улыбаться и радоваться. Я не стану сейчас называть имена выдающихся наших женщин, ибо этот список будет бесконечным. После официальной части состоялась церемония награждения. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни, отличившимся работникам образования были вручены почетные грамоты, денежные поощрения от имени правительства и парламента Чеченской Республики, мэрии города Грозный, Комитета правительства по дошкольному образованию, Министерства образования и науки, Совета профсоюзов Республики.
сегодняшняя женщина Чечни, она предполагает сложную актуализацию свою, потому что очень часто на нее обрушиваются такие задачи, такие роли, которые в исторической ретроспективе, то есть в истории традиционной культуры, она не предусматривалась такая у нее роль. Сама эпоха очень сложная, которую мы обозвали глобализирующей эпохой, делает такие вызовы ей, на которых она вынуждена отвечать. Она очень часто остается без силы, без опоры, без мужчины, без отца, без брата, без дяди. Те агенты или те социализирующие люди, которые защищали ее в прошлом. Сегодня она очень часто одна на ветру. И поэтому она становится сильной. Я бы хотела, чтобы вы, будучи сильными, волевыми, целеустремленными, оставались слабыми, беззащитными, единственными, любимыми, потому что то природное начало в нас только предусматривает именно быть такими, потому что только с такими женщинами мужчина себя чувствует сильным, волевым и мужественным. В качестве подарка зрителям была представлена концертная программа, подготовленная солистами Чеченской государственной филармонии и ансамблем народной песни «Нуржохар». Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Каждый день профсоюзные юристы отвечают на вопросы работников образования. Правозащитники ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие вопросы. Я работаю педагогом дополнительного образования и по совместительству учителем в школе. С обоих мест работы из зарплаты удерживают профсоюзный взнос. Правомерно ли это? В соответствии со статьей 44 Устава Общероссийского профсоюза образования члены профсоюза уплачивают вступительные и членские профсоюзные взносы. А членский взнос в профсоюзе устанавливается в размере не менее 1% от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью. Соответственно, если вы являетесь членом профсоюза, удержание профсоюзного взноса заработной платы как по основному месту, так и с места работы, где вы являетесь совместителем, является правомерным и обоснованным. При подаче заявления по месту работы о предоставлении стандартного налогового вычета на детей бухгалтерия требует справку с места жительства о составе семьи. Нужна ли эта справка? Порядок расчета и предоставления стандартных налоговых вычетов регулирует статья 218 Налогового кодекса Российской Федерации. Законодательством не установлен перечень документов, подтверждающих право налогоплательщика на получение стандартного налогового вычета. А факт нахождения ребенка на обеспечении родителя может быть подтвержден любым документом, содержащим указания на соответствующие обстоятельства. Например, это может быть копия свидетельства о рождении ребенка. При необходимости нужно предоставить и оригинал его, копия паспорта или копия свидетельства о регистрации брака, в том числе и справка жилищно-коммунальной службы о совместном проживании ребенка с родителями. Перечень документов, необходимых для получения налогового вычета, может варьироваться в зависимости от особенностей каждой конкретной ситуации. Вместе с тем, факт отсутствия справки с места жительства не является основанием для отказа в предоставлении вычета, если работник предоставил работодателю вместе с заявлением о предоставлении вычета свидетельство о рождении, либо его копию. Каждый месяц работодатель требует справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. В противном случае грозится не выдать заработную плату. Правомерно ли это? Такие требования неправомерны. Наличие или отсутствие задолженности по коммунальным услугам не является основанием для невыдачи заработной платы работнику, но является основанием для привлечения к ответственности работодателя, который по этой причине не выплачивает заработную плату работнику. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу, адрес вы видите на экране. Что ты знаешь о профсоюзе? Именно под таким названием в Доме профсоюзов состоялся республиканский интеллектуальный турнир среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений на Кубок профсоюза образования. В нем приняли участие команды из числа студенческих профсоюзных комитетов 17 техникумов и колледжей республики.
Игра проводилась с целью повышения уровня профсоюзной грамотности, стимулирования развития профсоюзного обучения среди студенчества, определения лучших профсоюзных комитетов и профлидеров. Турнир состоял из 4 интеллектуальных игр «Что, где, когда», ассоциации, логика, интуиция, один вариант и блиц-опрос, в ходе которых студентам нужно было ответить на 35 вопросов на тему профсоюзной жизни. Для подготовки ответов командам на обсуждение отводилось по 1 минуте, после чего одному из участников предстояло предложить ответы команды на рассмотрение жюри. Блиц-опрос был подготовлен специально для председателей студенческих профкомов, одновременно выполнявших роль капитанов команд. Республиканский интеллектуальный турнир «Что ты знаешь о профсоюзе» проводится в рамках продолжающегося года молодежи и начавшегося года правовой культуры. В ходе игры участники продемонстрировали умение работать в команде, свои знания по основным вопросам деятельности профсоюза. Подобные игры способствуют популяризации интеллектуальной деятельности студентов, как формы досуга, формируют навыки аналитического и системного мышления, вырабатывают логику и интуицию, а также мотивируют активному изучению профсоюзного права и его деятельности. Учитывая то, что 2016 год Общероссийским профсоюзом образования объявлен годом правовой культуры, тематика турнира в основном была направлена на обсуждение широкого круга вопросов, связанных с правами обучающихся, целями, задачами, перспективами, направлениями Общероссийского профсоюза образования. Уникальность проекта состоит в том, что помимо проверки знаний в увлекательной форме, наше мероприятие содержит в себе обучение студенческих профактивов с дальнейшим глобальным коэффициентом полезного действия. По итогам турнира была названа тройка победителей. Первое место заняла команда Чеченского автотранспортного техникума, второе – Гудеремесского педагогического колледжа, третье – Серноводского аграрно-технического колледжа. В номинации «Лучший девиз» и название команды победу одержала студенческая сборная Чеченского технологического техникума. В номинации «Человек-эрудит» лучшим признан игрок команды Чеченского колледжа экономики и управления Шамиль Астамиров. Команда-победительница награждена Кубком профсоюза образования и дипломами первой степени. Игрокам, занявшим 2-е и 3-е места, вручены дипломы соответствующих степеней. Все финалисты и оказавшиеся первыми в номинациях получили к тому же от организаторов ценные подарки. Церемония награждения команд победительницы и призеров прошла в Большом актовом зале Дома профсоюзов в день проведения турнира. Но на этом мероприятие не завершилось. Его решили продолжить в тех районах, чьи представители получили 1-е 3 места. Село Побединское, город Гудеремес и Серноводск принимали поздравления у себя дома. Мы были уверены в своей победе, так как очень тщательно готовились к турниру. Организация турнира была на высшем уровне, с использованием новейших инноваций. Мы очень благодарны за организацию такого турнира, в ходе которой мы многое узнали для себя и для своей деятельности о профсоюзе. Мы нашли много новых друзей. Мы надеемся, что и в следующем году этот кубок будет наш. Студенты техникума показали блестящие знания и заняли заслуженное 1-е место. Ребята упорно занимались и познавали азы профсоюзного дела. А помогала им председатель Енисат Хаджимурадова, старший коллега по профсоюзу. Как только мы объявили о конкурсе, об организации конкурса, конечно, студенты заинтересовались с первых дней. Они добросовестно отнеслись к этому заданию и ежедневно после занятий оставались, друг друга контролировали. Вопросы все-таки капитан команды, он очень добросовестный парень, поэтому вот их ежедневный труд все-таки он дал результат. Я их поздравляю с победой. В целях мотивации профсоюзного членства среди студенческой молодежи председатель студенческого совета профсоюза Адам Висаитов и главный специалист организационного отдела Салавди Джамбулатов посетили профессиональные образовательные учреждения, где обучаются победители и призеры республиканского турнира. В Гудеремесе их встретили студенты педагогического колледжа. Я собирала команду по группам, я ходила, выбирала активных из профсоюза и предлагала им вопросы, показывала им работу профсоюза, что, как там происходит, и выбрала самых лучших активных.
Нам не хватило всего 2 балла до первого места, но в следующем году мы на эти 2 балла будем выше и заработаем первое место. В Серноводском аграрно-техническом колледже велась разъяснительная беседа относительно направлений, функций и перспектив профсоюза образования. В завершении встречи всем игрокам команд, победительницы и призерам вручались дипломы соответствующих степеней. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressovet.ru. До новых встреч. Адикелш.